Очередной выход, ребята. Продолжается эпопея налима. Разведка по весеннему налиму, ребята. Смотрите, какая погода. Ну, погода была непонятна. С утра, ребят, смотрите, что творилось. Снимал на телефон маленькие кадры. Да. Погода, конечно, желает лучшего. Тупо град идет, ребята. Охренеть. Ну, в общем, ребята, днем что-то развеяло. И смотрите, вечерушка просто, ребят, великолепная. Конечно же, я не удержался, быстренько собрался. Ну, сегодня, ребят, третий выход, получается. Это новое место, ребят, поднимаюсь в тайгу наверх, где постоянно я двигаюсь зимой, осенью. Здесь точки, ребята, все мои известны, но водичка немножко поднялась. И я вот смотрю, ребят, то, что бровочка, на которую я шагаю уже минут 40, наверное, будет затоплена. Я, конечно, делаю ставки, ребят, что можно там как-то прозимовать, так скажем, попробовать порыбачить, но относительно смотрю берег, как затопило, блин, наверное, ребят, не получится. Ну, все же поднимаюсь. Время 4 час вечера, солнышко, ребят, шикарная погода. Китайчик шепчет, набрал шмурдячка немножко. Ну, ребят, сегодня будем пробовать. Не знаю, сейчас доберемся до места, посмотрим. Если нет, будем думать. Потому что проплывал еще пару мест, тоже затоплены. Но в одном месте, ребят, можно. Ну, опять же, 5 донок максимум. Ладненько, что, пока поднимался, никого не встречал. Охота открыта. Ну, сегодня вечером, наверное, выйдет, ребята. Потому что до этого дожди были. Ну, а сейчас вот шикарный вечерок. По-любому охотники попрут. Ладно, что, доберемся до места. А там посмотрим. Ну что, братцы, до бровочки я добрался. В принципе, она как будто даже дает рыбалки немного, ребят. Смотрите, можно, в принципе, забазироваться. Ну, самая вот движуха, вот именно вот этот поворот, блин. Так все подзатопило. Все прям подзатопило. Вот самая движуха, ребята, вот здесь. Потому что вот здесь надо бы проходить все это дело, да. Ну вот, немножко пляжа торчит. Блин, ну вот самая движуха, ребята, здесь. Да. Как будто бы, ребят, и да, и нет, понимаете? Можно вот там немножко, но опять же, вот надо вот эту полосу все расставлять. Вот здесь нет прохода, какой-то ручей, наверное. И в оконцовье вот этой косы не видать. Ладно, что. Сейчас высажусь на берег, посмотрю, что да как. Опа. Так, ну что, вот здесь костровище наше. Это еще было с прошлого года. Смотрю, до сих пор стоит. Ведерко какое-то майонезное. Ну, есть кусочек, ребята, есть кусочек. Как-то вот так. Не знаю. Интересно. В принципе, можно попробовать даже. Но вот, блин, надо вот в тот, ребят, кусок. Вот тот. Было бы вообще пиково. Было бы вообще пушка. Бомба, петарда. 3, 4, 5, 6. Не, ну в целом, ребят, смотрите, можно рыбалку создать. Можно. Бровочка чуть-чуть есть. Она вот именно, что она пологая такая, высокая. Ну и прям до сюда, наверное, можно прям раскинуться. Даже одну можно за кустами поставить.
Все же, ребята, рыбалка будет. Конечно, вода очень большая. Ну, для этого места. Но рыбалку можно, ребят, придумать. Можно ее создать. Вот. Ну тут тяжелые груза надо. Здесь вообще течение ужасное. Ну что, в целом, в принципе, меня как будто бы устраивает этот Макар. Потому что вот если ниже на той точке, ну там вообще, ребята, столько даже места нету. Даже нету столько. Но опять же, донок 7, наверное. Десятка здесь не поработать. Будет утаскивать. А если будет донка близко, то зацепишь предыдущую. Травушка здесь. Сухо. Взял сегодня палаточку небольшую. Ну, прям здесь можно и забазироваться. Все круто. Ну, с дровами, наверное, ребят, печалечка. С дровами что-то надо будет решать. Опять по ходу придется плыть на ту сторону, чекировать дрова. Потому что, ну, здесь все. Тут тем более вот ручей, он залитый, а там болото. Короче, как на острове получается. Ну, а сушин здесь я не вижу. Одна березка. Можно березовый сок, кстати, поставить. И все. И вот такой маленький палисадничек. Да, это наша. На этом острове, ребят, я не один. Были лоси. Прям свежие. Как-то походу выходили из болота, что ли. Немножко тут начудил. Лишь бы не вступить ночью. Погода, ребят, ну классная, вообще классная. Солнышко. Круто. Что, ребят, давайте, ваше здоровье за рыбалку. Красота. Вот и весной, ребята, в этих местах. А буквально недавно здесь стояли у меня жерлицы. Здесь ловил налима. Ездил на мотособаке. Совсем все по-другому было. Ну вот, потихоньку начинает все зеленеть. Почки, ребята, раскрываться начнут скоро. В общем, круто. Ностальгия. Настроение бешеное, ребята. Очень крутое настроение. Так, ну что, ладно. Тогда пока займемся дровишками, наверное, ребят. Пока есть время. Вот тут раз я с прошлого раза веревочку оставил. Вот она мне сейчас и пригодится. Что-то придется чекировать сюда. Иначе потом будет холодно. Ночью все равно холодная. Градусов 2, наверное, 3. Вот так вот. Ладно, съездим. Вот сушины там я вижу. Посмотрим сейчас, в каком состоянии они. Ну, что-то вот тут, ребят. Что-то вот тут только нашел. Блин, тут обрыв крутит так сильно. Течение такое еще мощное. Ну да, наверное, вот что-то вот тут, ребят, надо смотреть. Там гниловатое. Но вот здесь, в принципе, нормальное. Так, водочку надо прицепить. Ее тут утащит махом, блин. Куда зацепим? Зацепим, наверное, вот сюда.
Так, что мы имеем? Что-то все-таки мы имеем все равно здесь. О, вот это хлыст уже с прошлого года, ребята. Мы его берем. А это вот свежее притаранило. Это тоже с прошлого года. В прошлом году, конечно, вода была посерьезней. Вот этот хлыст можно пильнуть тоже. И это что у нас? Елка. Тоже пильнем. Пильнем, достанем. Пильнем, достанем. Ну и все. Шикарно. Беру пилу. Блин, сучки, конечно, капитальные. Но все же дрова. Что-то я тут, ребят, подсобрал. Так-то бы. Не знаю, хватит вот этого, не хватит. А что нет, хватит, конечно. Попилякать. Надо как-то перетащить все это дело. Веревку двойную придется сделать. Не выдержит. Ну и все это я не буду трогать. Это оставим на следующий раз, если что. Давай, родной. Блин, тащит к берегу. Все, погнали. Сучкастая, блин. Ну а что делать? Как-то так. Так, ну и что? Вот и сучкастая прибыла на наш берег. Все, братцы, по красоте. Вот и дровишки есть у нас. А когда есть дровишки, значит и есть все остальное. Тут еще, ребят, какая-то площадка приплыла. Вот она мне интересна. Тут стол когда-то стоял. Может, это он и есть. Надо бы ее достать как-то. Тихо. Вот у нас понесло не туда. Ну да, типа того. Сейчас мы ее тоже достанем. И нормально будет.
Отсюда давай. Плыви. Сейчас мы тут сделаем себе базу, ребята. Лагерь. Сейчас так вот вытащу. Не буду уже. Сырой. Тяжеленный. Так, эту надо в сторону подбить чуть-чуть. И будет пушка. Ну, что, так на временку пойдет. Ну вот, ребята, заготовил рогатульки на доночке. То, что вот тут пилил, остатки оставались, вот как раз в дело пошло. Ну вот почему люблю, ребята, я приехать за час, за два, за три до рыбалки раньше. Чтобы вот заниматься вот такой ерундой, ребята. Ну вот видите, приехал бы, допустим, попозже, вот надо дрова. Тут столик сообразил быстренько. Вот на это, зато сейчас все у меня комфортно, дровишки напилены. Там еще сучкастая лежит, но я ее пока трогать не буду. Если что, ночью ширк пильнул, кинул, мне хватит. Палаточку где-то вот там, ребят, установлю. Вот у меня сумку беру, здесь у меня все: дождевичок, спальник, палаточка ардлеевская, маленькая. Обычно вот походная, вот такие. Не стал брать Алтая,
особенно большую, зачем она нужна. Тем более тепло, хорошо. Так, сейчас установлю веточку по воде. Буду смотреть, прибывает, не прибывает. Ну и все, что, перекусим сейчас, наверное. И начнем расставаться. Сколько получится, не знаю. Вот так начнем. Вода, конечно, страшная. Тут вот такой, ребят, пологий будет пляж. По лету я потом покажу как-нибудь, как это было. Как это будет, точнее, потом. Вторую рыбалку, ребят, уже вожу. Наверное, накатим. Настроение сегодня вот такое. Наверное, братцы, мы накатим. С помидорчиком, с хлебушком. А почему бы и нет, да, ребята? Так точно. На поле танки грохотали, солдаты шли в последний бой, а молодого командира несли с пробитой головой. Та-та-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Та-та-ра-ра-ра-ра-ра. И молодая. Та-ра-ра-ра. Та-та-та-та-та-та-та. Будем ваше здоровье за открытие сезона. Ну, как долго мы ждем на севере эту рыбалку, ребята. Это капец. Вроде как будто осень, резко зима. Бам-бам, межсезонье, плохой лед еще туда-сюда. Тоже вот этот неделя-две. Потом вроде как начинается все. Перволедок, потом непонятно что-то. Бум-бум-бум-бум. Но долго, ребята, долго. У нас полгода. И вот сейчас, ребята, красота. Скоро все зазеленеет. Будет вообще красиво. Давайте, с вашего позволения, 5 капель. А то ложу вторую рыбалку. А выпить не с кем. Ну, сегодня настроение у меня пиковое, ребят. Так что себе позволю 5 капель. Давайте. Место здесь пиковое. Здесь, ребят, помните, здесь весной я трофея взял налима по 4. Красота. Червячки. Так, у меня тут смесь, ребят, дендробена, остатки еще были. Ну и белый. Красный червя я не использую вообще никак. Потому что на донке не подходит. Слишком нежный, мягкий. Срывается он при ударе об воду. Тут надо все, ребят, надежное, жесткое. Ах, солнышко сегодня, конечно, прям радует. О, мух пролетел. Ну все, весна. Скоро майские жуки полетят. Обычно налима рыбачу, вот когда майский жук, ребята. В этом году, конечно, у нас весна пораньше все дала рыбалку. Ну и вот. 3-й выход у меня.
Посмотрим, как сегодня. Связи здесь нету. Один. Тайга. Погнали. Опа. Так, не знаю, это, наверное, далековато я бросил. Посмотрим, как упадет. Далеко не надо. Блин, течение рвет, ребята. Подбивает течение. Тут потом по сезону-то все потише будет. Ну вот теперь отчетливо, ребят, вижу. Вот он. Лосишка. Вот они, следы ионные. Вон он гулял. Свежий вообще. Вот он шел. А там немножко накакал. Здесь болото много. Места лосиные. Лось выходит. Гуляет. Может выйти ночью даже. Нефиг делать. Ну все, ребятки. Дело сделано. Так и получилось у меня 7 донок. Здесь уже как бы свал-то основной там идет. Я говорю, что вот, допустим, надо еще туда за кусты. Ну, все-таки раскинул 7 штучек. Здесь подальше бросил. Но опять же здесь тяга хорошая. Будет стаскивать. Делаем на работу. Все. Деревням. Ребята тоже прокатились. Катаются. Охотятся. Будем. Что, братцы, все. Классика жанра. Вот, я люблю вот этот момент. Все, доночки поставлены, костерочек. Все, ребятки. Вода, конечно, не нравится мне, блин, здесь. Но место здесь хорошее. Но вода не та. Явно могу сказать, что вода не та, но попробуем. Ближе кидаешь, бровку не достаешь бровку, это явно чувствуется. А когда дальше кидаешь, ее ломает, перетаскивает. Короче, блин, будем посмотреть. Третья рыбалка, ребят, в этом сезоне по налиму, весна. Ну, погода сегодня, говорил Андрюха, надо ехать в любом случае. Что-то горячего охота, ребят. Есть у меня яйчуганчики. Надо пожарить. Да перекусить. Костерочек распалил. Так и сделаем. Та-та-та-та. Та-та-ра-ра-ра. Ра-ра-ра-ра. Та-ра-ра-ра-ра. Та-ра-ра-ра. Туча какая-то пришла, солнышко зашло.
Так, вилочку. Есть такое дело. Что, ребята, перекусим малость. Яиченка горячая. Люблю вот такую недожаренную. Огонь. Ладнушки. Поставим мы, ребята, лагерь. Палаточку я имею в виду. Вот сюда куда-то, наверное, бомбанем. Вот здесь. И будет нам шикарно отдыхать. Или тут возле костерка. Да, давайте возле костерка. Палатка маленькая. Походная моя. Выручает, нет. Палаточка. Тент. Колушки есть еще. Так, здесь у нас сама движуха. На одной, кстати, ребят, веревка порвалась. Приходится собирать ее вот так. Ну, я имею в виду методом тыка. А вот здесь еще резиночка есть у меня на одной. Так. Погнали. Вот так вот. Здесь такая веревочка. Крестовину связываем. Можно бантиком просто. Вот. Все. Что нравится, ребят, в этой палатке, вот это летний вариант, да. Вот, допустим, если второй тент не настилать, то продувает. И мне нравятся борта. Борта здесь вот такие. С высоким бортиками. Даже если вода будет какая-то, да, непонятная, то у нас прям ничего не затекает. Очень удобно. Так, ладно. Ну, тентик сейчас, ребята, настелим мы по-любому. Здесь все то же самое, ребятки. Здесь вот такие крючочки. И мы вот за вот эти цепляем их просто. И то. Можно вот за эти. И все. 3 секунды. У нас палаточка собрана.
тут крючочек на резиночках. Цепляем. Тут крючочек на резиночке цепляем. Все, ребят. Это утяжечки. Я обычно их в сторону. А это внутрь. Сюда их. Сюда их. Все. Хата, ребят, готова. Нравится мне палаточка у одного. Сразу спальничек достанем. Вот туда его. Коврик. Вот здесь на травушке, муравушке будет спаться по красоте. Вот подушечки, ребята, у меня постирали подушечки после зимы. Пахнет вкусно. Все, хата готова, ребята. Отлично. Вот теперь дела сделали. Пройдемся, ребят, по доночкам. Посмотрим на состояние травы. Как несет траву здесь. Перезабросимся. Посмотрим, короче. Пройдем сюда. Донки вообще постащила, ребят, хорошенько. Вот так. Ох, ребята. Там что-то вообще как будто зацепил. Трава есть. О, ее сколько много. Охренеть. Здесь прям жмет траву. Прям ее достойно тут херачит. Из-за этого донку-то и сносят. Короче, ночка будет, ребят, трудовая. Придется походить. Придется походить. Потому что это не дело. Каждые полчаса мои, значит, будут. До часу ночи будем ходить плотно. Да. Как-то так. Добавим одного. Дондрабончик попался. Давай тебя сюда, Юра. На налима. Призабросил. Вот мне будет мешать вот эта ветка. Сразу старайтесь все это дело обрезать, чтобы это вам не мешало. Ночью какие-то ветки сразу убирайте, потому что ночью неприятно запутаться, что-то еще. Здесь где-то я тоже видел, ветки мне мешали. Да, вот эта веточка, она мне мешала. Вот так вот. Ну не пушка же, а? Красота. Костерочек, палаточка, ребята. Любимая рыбалка моя. И погода. Просто дает рыбачить. Круто. Круто, просто круто. Ну вот эту тоже, ребят, распилил. А потом сходил, проверился. По дорожке взял одну. Красота. Ну все, солнышко зашло, ребята. 8 вечера. Ребят, пока есть время, еще рогатину надо вырубить под
фонарь над столом, чтобы у меня здесь в лагере освещался. Прожектор всегда беру с собой. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Тихо, не туда, а вот сюда. Вот так вот. Вот так вот клево, вот так нормально. Кстати, многие ребят спрашивали по поводу топора. Постоянные вопросы. Победит топор колун. Вот с таким, ребят, конусом. Я его не заказываю, это подарок Ларисе Юрьевне. Но она покупала просто где-то в строительном магазине. Классный топорик. Мне нравится. Ну что, друзья, все. Вечереет, сумерки. Перешел сейчас, прошелся по доночкам. Блин, травы, ребят, много, конечно. Относительно того, что здесь даже вот обраточка есть. Как будто течение по той стороне бьет. Особое. Но здесь все равно трава присутствует. Причем так неплохо. Поводки забивает. Верхний поводок вообще хлам. Даже червей не видно. Это очень плохо. Но надо будет чаще ходить, значит. Всякие звуки, ребята. Вальшем начал тянуть. Вот здесь проход у него. И вот там много часто проходит. Но утка так. Нет-нет, пролетает. Вдалеке выстрелы слышно. С той стороны, с той стороны. Ну все, в принципе. Теперь, ребят, погружаемся в темноту. Ну и в рыбалку. Надеюсь, что все-таки выхватим, ребят, сопливого. Ну вот и все, ребятки. Потемнело. Достаю освещение. Обычно игру прожектора. Так это у нас, ну, рядом со столом, с лагерем. И вот новый фонарь у меня, ребят, по сезону. Арматек. Лучше фонаря, ребята, я еще не видел. И не держал в руках. Очень, конечно, крутой. Очень крутой фонарик. Вот эту рогатку я специально вырубаю. Чтобы вот таким макарчиком, ребят, видали? Хоп. И все у меня светло. Можно готовить, можно кушать. Все у меня тут видно. Ну что, братцы, 9 вечера. Или, как сказать, 21:00. Начинаем. Да, без 6. Начинаем процедуру перезаброса. Травы много прет. Донки сносит. Надо ходить часто, ребятки. Ну еще сейчас и вечером мелочь сбивала, конечно. Сейчас надо вот все обходить. Это вот буквально получается за полчаса накидала. Вот видите, как поводки забивает. Это очень плохо. Так, ну червь что, на месте вроде. Добавляю свежего. И ждем поклевку. Тишина, ребята. Просто тишина. Какая красота. Вообще супер просто. Сижу на лодочке, ребята, чтобы контролировать ряд свой. Ну, я пока не слышу звон колоколов. 9:30. Вот сейчас перезарядился, вот полчасика дал посидеть специально, послушать. Все мертво пока, ребята. Пока никаких движений. Костерок шает у меня. Лагерь аж нравится мне, ребята, красивый. Приятно смотреть, когда все вот так аккуратненько. Дровишки, столик. Приятно, да. Ну,
Неприятно то, что не клюет. Третий выход по нулям, блин. Мне прям уже немножко раздражать начинает. Но ожидаем, что. Ну что, братцы, 10. Часик. Прям просто просидел на лодке. Костер у меня там разгорелся. Красота. Какая-то туча такая. Пришла, и так резко потемнело. 10, ребята. Часик я прям дневального пороте лупанул, блин. Но кроме вальшнапа никто больше не свиристит и не звенит. Иду обход делать. Начинаю с крайней. Да, скучно. Скучно. Ох ты. Слышали, ребят? Кто-то влупил. Видно, что ли, еще кого-то? Что-то не то, блин. Не может быть такого, что 3 выхода. Жестко лупит кого-то. Может, бобра стреляют. Ребят, донку достал, с травой козябру достал. Ну какой жуковин. Река немножко просыпается. Рыбка-то должна тоже просыпаться-то, ё-моё. Охотники жалуются, налетов нету толком. Пару уток за ночь. И то, говорит, червивые. Рыба на сети не идет у мужиков. Да. Что-то как-то, ребят, вообще тухловато-то получается. Так, ну чё, давайте что-нибудь покушать, ребят, приготовим горяченького. Картофана брал свежего. Немножко сейчас отварю. И будет шикарно. Масло сливочное есть. Опа! Что за у меня тут пожар какой-то? Травушка горит. Костерочек. Хорошо. Да. Не то пальто, конечно. Не то. Ну что, это рыбалка, ребята. Она должна быть такой. Чисточки сожгем. Все красиво было. Все, братцы, картофан
сварился, я думаю. Опа. Ах, картошечка. Картошечка, ребята. Что-то есть и мясо, и колбаса такая интересная, которую можно зажарить. Но я что-то, ребят, хочу чисто картофана поесть. Вот не знаю, прям захотелось. Тарелочку. Картофанчик. Ох, ребятки. Ну и маслицо. Частенько, ребят, беру сливочную. Бывает, жарю что-нибудь. Вкусно получается. Так, это у меня остатки с прошлой рыбалки. Прям так обильно, ребята. Не жалея прям масла. Вот так прям, ребятки, туда его. Сейчас будет песня. О, мягенькие, ребятки. Сейчас все это у нас тут растопится. Такую еще пюрешку, знаете, сделаем. Так, намнем его немного. Укропчика бы, конечно, сейчас еще. Но такого ничего нету. Будем довольствоваться картофаном с маслом. Под картошечку-то. Можно рюмочку. Будем. Ваше здоровье. А ну-ка. Вот этот. То, что я прям хотел. Сейчас достанем коврик. Он жилет тоже, кстати, ребят, использую как подушку. Что мне нравится в нем, что его можно сложить как тебе удобно. Хочешь поменьше, хочешь побольше. И все, обалдеть. На самом деле, ребята, ничего больше не надо. Вот реально, одну-две поклевки. Вот. Тут уже вроде как не за рыбой ездишь, реально вот за азартом вот этим. Если рыбу надо было, можно было другим способом ее добыть. Вот если честно. Просто эту рыбалку, ребят, я очень уважаю. Вот именно вот такую. Не знаю, с детства вот бодаюсь с этими донками и как бы пробовал уже, ну что только не пробовал. Перетяги, продольники, не знаю, с появлением лодки и троллинг попробовал. В этом сезоне многие видели, кто со мной, и по Хариузу ездил, ну, так как у нас этой рыбалки тут нету. И на север ездил, спиннинг. Все угодно, ребят, но душа лежит вот именно к этому. Потому что здесь своеобразная тематика. А зимой жалится. Вот прям полюбил и вот прям, не знаю. И вот налимятников, ребят, я уважаю. Прям, ну,
Прям почтение большое такое, то что вот неважно, мал, большой, средний, рыбак я имею в виду, то вот такой атмосферы рыбачит прям плюсом. Ну, понятное дело, что карповики, в принципе, то же самое время проводят там. Да многие вот так. Ну, я имею в виду не только донками, но налимятников прям, ребята, ночников вот таких, походников вот таких, вот именно таких, таком макаром прям уважаю. Потому что вот именно вот здесь прям погружаешься капитально. Не только сидишь там за этой поклевкой, наблюдаешь, но ты и отдыхаешь, и чувствуешь природу, вот прям погружаешься в нее, ребята. И прям большой плюс, конечно, и большое уважение мне к этим людям, которые вот... У нас сейчас уже мало налимятиков, вот у нас тут на севере уже так не особо. Вот тут там кто-то занимается донками вот этими. Да, вот фидер стал популярен, троллинг. А вот так, чтобы вот ранней весной, как бы все еще готовятся к сезону, а ты тут уже пробуешь рыбачить. Поздней осенью уже все закрылись, идет снег, а ты еще на берегу ожидаешь поклевку, ожидаешь удачу. И с тем самым, ребят, хотел бы познакомить даже, наверное. Да я сам, потому что недавно познакомился. Есть такой парнишка, Андрей зовут. Ну как Андрей, он уже в возрасте. Ну, с ним мы договорились, то, что как бы будем на ты. Живет совсем недалеко, под Сыктывкаром. Это в районе 100 километров от меня. Завел тоже свой канал маленький, ребята. Называется Андрей Вездеход Коми. Двигается, охотник, рыбак. Короче, молодец, в целом молодец. Тоже ловит налима. Сейчас он на охоте, потому что охота открылась. Прям зауважал, потому что когда я начал смотреть его на канал, я сначала не понял. Ну, бывает, все нравится, ну, допустим, что-то не нравится, манера какая-то общения и что-то еще. А когда пообщался с ним вот вживую уже по телефону, мы с ним нашли ВКонтакте друг друга, писали, созвонились. Тут уже понял, свой пацан, вообще свойский, простецкий. Прям зацепил, молодец. И вот у него маленький каналчик, ребята, он снимает видосы, молодец. Много техники у него. Каракат, мотособака. В этом сезоне, кстати, утопил ее. Ну, достал, молодец. Сам все сделал, все достал. И прям ручаюсь, ребята. Если не трудно, перейдите по ссылочке, ребят. Ссылочку оставлю на Андрюху. Передайте привет и посмотрите, может кому что понравится. Потому что парень толковый реально. Буксировщик купил средней комплектации, но переделал его так, что просто так не производители бы так делали, и было бы вот тут реально круто. Андрюха, молодец, тебе большой привет. Ребят, перейдите, поддержите пацана, подпишитесь, как бы, может что-то себе полезно увидите, потому что Андрюха, ну, реально толковую тематику двигает. Ну а мы продолжаем. Время уже 11, наверное, ребят. Время уже 12. А у нас по нулям. Бьюсь до часу, наверное, ребята, и буду отбиваться. Потому что, кстати, многие спрашивают, типа, зачем ты ночью спишь? Ну, все-таки же, типа, рыбалка на налима ночная. Ну, как правило, ребята, до часу, до двух. Редко, когда утром он поклевывает. Ну, когда поклевки бывают. Обычно вот в это время. Ну, а потом, как бы, ты же не сорвешься и не поедешь домой. Мне, допустим, спускаться в районе, там, 20 километров до дому. Ну, даже с утра раннего, там, с просовни, там, или по ночуге ты же не пойдешь вниз. Мало ли. И вот, тем самым, ребят, я стараюсь поспать немножко. Но зато, приехавшись домой, я могу заниматься делами. Я не хожу как вареный. Там, как многие приезжают, ложатся спать и целый день спят. Нет, вот здесь покемарил 3 часика, ребят, вполне достаточно. Понятно, что как бы не полноценный сон, но утром приезжаешь, как бы занимаешься делами, все нормально.
А вечером уже как нормальный человек ложишься спать и отсыпаешься уже полную ночь. Из-за этого я вот стараюсь вот так кемарнуть. Ну и на природе, ребята, спится просто великолепно. Очередной проход, ребята. 12:00. 7 мая перешли. Через 2 дня День Победы. И не приносит свои плоды, ребята. Вообще никак. Одна грязь. Вот смотрите, уже возле сколько, возле Донки. Бляха-муха. Да. Что-то как-то интересно. Даже сопливых ребят нету, небольших. Бывает то, что как бы поклевки есть частые, но не крупные. А здесь вообще никакого. А здесь вообще никакого. Да. Ну что, я до часу жму и заваливаюсь. Не вижу смысла сидеть. До часу жму, ребята, и буду отбиваться. Очередной неудачный выход. Ну что, братцы, время 15 минут второго. Короче, все, ребята, отвоевал по нулям. Просто здорово. Все, завалился в палатку, ребят. Вот, в принципе, она вот как раз на вырос. Но мы здесь как-то троем умудрялись тогда переночевать. Нормальная палатка, вот так в одного. Костер, ребята, подложил. Пускай шает, дрова есть. Ну, сейчас, в принципе, через 1,5 часа уже светло будет. Светлеть, расцветать. Я на этой ноте, ребята, и завалюсь. Тишина. Да. Походу рыба ждет стабильности. Но я имею в виду, мы обычно начинаем в середине, в конце мая рыбачить. А тут резкая весна. 7 мая. И рыбалки просто нет, ребят. Давайте до утра. Что, братцы, всем доброго. Время уже у нас 7 часов. Вот это я сегодня, ребят, щемануть. Так щемануть. Дело в том, что, ребят, ночью попер дождь. Смотрите, он все сырое. Ну, палатка не промокает, хорошо, шикарно. Короче, только лег я, получается, полежал на полчасика. И как ливануло, не знаю, что такое было. По прогнозу дождя вообще ночью не показывал. Но дождь был такой нормальный. Но он шел минут 20 всего. Ну, может, полчаса. Но шел хорошо прям. Короче, я еще полежал. И, в общем, потом только я в конце уснул. Уснул не сразу, короче.
И с утра себе немножко дал поспать. Сейчас проснулся от того, что лодка, ребят, прошла. Ну, поспал классно, реально. Ладно, что, будем потихоньку выходить, завтракать, собираться. Ну, здравствуй, Питер. Красота. Что-то, ребят, качает ее так, донку вот эту. Непонятно. Вообще у берега, блин. Вообще капец. Она сейчас еще и ту зацепит. О, так у меня там рыба, ребят. Представляете? Тут и есть. О, да там есть. Ребята, есть. Опа, смотрите, какой езяра. Охренеть. Вот это да. Братцы, смотрите, какой есть. Белая рыба. Херачит. Говорю, качает что-то, не могу понять. О, какой язёк. Килограмма, а то и больше. Нифига себе. Вот это да. Красивый, красавец. Ну, блин, хоть на этом порадовал. Разговаривает. Ух. Язёк. Ну, закоптим что такого. Не будем отпускать. Знаете, ребят, что творится. Вот тут бьет. Это елец. Или голавлик. Нет, это ельчик, ребят. И он, смотрите, какой сопливый. Ё-моё. Брат, ты чё? Я же деда зову. Вот он, ребята, рыба. Иди, бродяга. Ельчики, вот они избивают червей. Белая рыба, ребят, активна уже. Ну, с езем, конечно, фартануло. Ельчики попадаются. Вот они с вечера тут и делали вещи. Они стайная рыба, быстро обжирают. Ох. Еле идет прям, ребят. Травы прям, наверное, килограмма 2, блин. И ветки какие-то. Почему так много травы-то, я вот не могу понять. Вообще корни какие-то, ветки. Грязь херачит. Но несмотря на это, белая рыба вон активна, ребят. Перед сматыванием, ребят, я также леску протягиваю, как и перед забросом. Чтобы все было четко, чтобы не запуталось ничего. Колокольчики снимаю. Потому что потом с колокольчиками разматывать неудобно. Ну или может дистанция у тебя другая будет. Дистанцию уже постоянно выбираю разную.
Рогатулечку промываю. Веточки вот эти я сохраню, так как по сезону я здесь буду. Ну и все, и заматываем нашу доночку обратно. Когда норовишься, я имею в виду, то все получается быстро и ничего не путается, все нормально. Сегодня тепло, ветерок, классная погода. Смотрите, ребят, какой хлам идет. И опять же, вот эти злодюки. Второй лес попался уже. Вот эта рыбка зимняя. Смотрите, что вытащил, ребят. Ну это жесть, куда там? Это жесть. Ребята, все-таки наградил меня Боженька вот таким яськом. Блин, даже рад, ребята, ему вот отвечаю. Ну, больше килограмма язёк. Хорошенький язёчек. Достойный. Красивая рыба. Но по вкусовым качествам, ребята, она негодна, конечно. Прям там что-то жарить ее, очень костлявая. Но красивый, жирный такой попался. Язёк. Да, но эта рыбалка будет, ребят, чуть позже, через недельки-две. Вот езя будем леща ловить. А здесь просто бонусом. Вот реально. Ну, это фартом, ребята. Просто. Вот это утренний, утром хапнул. Только вот во сколько? Непонятно. Свежая поклевка вообще. И возле берега, возле самого берега. Течение, рыба под берег подходит, походу. Круто, ребята. С утра, ребята, человек, не выпивший кофе, который любитель. Как говорится, утро начинается не с кофе. Но здесь мы сейчас все поправим. Здесь у нас все будет начинаться с кофе. Как в лучших домах Лондона и Парижа. Так, кружечка-то у меня есть поинтересней. С добрым утром, ребята. Я желаю всем, чтобы было у каждого такое утро, ну, у рыбака, который сейчас занимается делами, бизнесом, на работе, на вахте. Ребята, за вас, за трудяг. Я понимаю, многие желания бешеное имеют, но нет возможности, я имею, нет времени. Это чаечек за вас, ребята. Все же просыпаешься от того, что, ребята, тебе не надо спешить куда-то на работу. Ты выспался. Тебе не надо бежать там по делам. Какие-то канитель там туда-сюда, возня, суета вот это. Но просыпайся от того, что птички, ребят, поют. Мотор проехал лодочный. За это жить надо, конечно. Кайфую от этой палатки, ребята. Маленькая, но от дождя укрыла меня сегодня. Вот у меня тут спальное место. Все в сумочку помещается. Красота. Что, братцы, все, я собрался. Буду отходить. Баркасик загружен мой.
Вода, кстати, ребята, упала немножко. Мне так кажется, потому что палочка. Но прошли лодки, и сейчас непонятно. Все, как обычно, чистенько. Полянка убрана. Вот дрова, ребята, то, что завозил. Ну, не считая того, то, что я ночью спать лег. Не до утра полил дрова. Сейчас чисто достал, чтобы чай кипятить. Вот у меня 2 полена еще осталось. Ну вот, грубо говоря, 4 хлыста, ребята, таких. Просто ушло. Но зато костер серьезный. Не какой-то там маленький, а я люблю хороший костер. Столик, ребята. Ну, здесь, понятно, надо его доделать будет. А так все. Местечко готово к рыбалке. В этом сезоне, ребят, мы сюда обязательно вернемся по налиму. Но походу чуть-чуть попозже. Налим не показывает себя. Я думаю, неделька-две, и в конце мая будет отличная рыбалка. И изи, и лещи, и налим. Будет все вместе. Все, ребят, отходим. С полточка. Ну, ребятки, все, рыбалка закончилась. Счастливый, ребят, отдохнувший. Возвращаюсь до дому. Да, с налимом, ребята, что-то непонятно. Походу он просто не берет и все. Потому что 3 выхода и вот такая ситуация. Ну, место меня с рыбкой не оставило. Так что все нормально, ребята. Я даже не переживаю нисколько, то что не отловился вообще. Все было круто, погода дала, и я просто рад, ребята. Ну, впереди другая рыбалка, наверное, по налиму. Подождем. Скоро, ребят, на канале новая техника. Так что давайте, ребятки. Полетел я до дому. По течению сейчас долечу быстренько. Нормально. Все, ребят, всех обнял. Счастья, любви, здоровья. Ну и берегите себя.